Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Актуальное интервью». Сегодня мы решили побеседовать о миграции. О миграции в широком понимании этого слова. Мы знаем о том, что с миграцией связано очень много общественных и социальных явлений в нашей жизни. И в том числе в последнее время проблема миграции приобрела и политический аспект. В этой связи мы пригласили в нашу студию директора фонда проектов развития международных связей «Добрососедство», ответственного секретаря общественно-консультативного совета при УФМС по городу Москве, члена Союза писателей и журналистов России, историка и социолога Юрия Викторовича Московского. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Здравствуйте. Юрий Викторович, я хотел бы вам задать такой вопрос, который сейчас на слуху у всех, и все пытаются найти ответы на эти вопросы. Сколько же всего таджикских трудовых мигрантов в настоящее время находится на территории Российской Федерации? Внесите ясность в эту проблему. Ясность здесь внести, конечно, можно. Вот Нарышкин, пребывая на территории Таджикистана, сказал, что у нас в Российской Федерации находится 1 миллион 150 тысяч жителей Таджикистана. Это вот данные одни, например. Есть данные переписи населения 2010 года. По этим данным на территории Российской Федерации находилось порядка 200 тысяч человек, которые назвали себя таджиками по национальности. То есть это речь не идет о гражданах. Другой момент, что там перепись населения, конечно, она всех не перечла, многих не учла, многие как-то не попались переписчикам в силу тех претензий, которые были к переписи на самом деле. Поэтому я надеюсь, что будущая перепись у нас станет обязательной, и все находящиеся на территории Российской Федерации, как российские граждане, так и иностранные, будут переписаны на самом деле. Вот. Проблема, или вопрос усугубляется тем, что значительная часть иностранных граждан, которые находятся в Российской Федерации, они находятся в городах, в крупных, и кажущиеся, на первый взгляд, небольшие для России цифры, 145, округляем, миллионов человек находятся в Российской Федерации, это 143 миллиона граждане, несколько миллионов не граждан еще. Вот. Усугубляется тем, что основная часть иностранных рабочих у нас находится в крупных городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, точки роста такие. Поэтому они же не по всей территории страны так плавно распределяются, в каких-то определенных местах. Да еще к тому же находятся на определенных работах, которые сразу видны людям. Там дворники, например, там еще вот какие-то вот такие места. Вот. И плюс к этому нужно не сбрасывать со счетов то, что те события, которые вокруг иностранных граждан у нас происходят, они, скажем так, резонансные, то есть сразу же обращают на это внимание. И с учетом того, что сейчас у нас общество очень сильно информационным стало, каждый имеет телефон с видеокамерой, с фотоаппаратом, моментально может выложить сообщение там куда-нибудь в Facebook и так далее, что моментально события, которые раньше не замечались в свое время там, они тут же становятся общественно известными. Поэтому вот это все накладывается, и поэтому производится впечатление, что иностранных граждан на территории Российской Федерации очень много, очень-очень много, там называются вообще странные цифры, там какие-то товарищи назвали 20 миллионов иностранцев. Вот, например, данные, которые давала та же Международная организация по миграции, МОМ, 12 миллионов мигрантов в Российской Федерации, как они называют. Но нужно учитывать, что Международная организация по миграции считает мигрантами тех, кто не родился на территории Российской Федерации. А с учетом тех процессов, которые у нас происходили там в 90-е, в начале 2000-х, когда очень большое количество людей приехало в Российскую Федерацию после распада Советского Союза, причем в большинстве это русские ехали. Посмотрите по Таджикистану. В Таджикистане русских проживало этнических 350 тысяч человек, сейчас осталось несколько десятков тысяч, в основном стариков. Куда делись остальные? Они уехали в Российскую Федерацию. Но во всяком случае эту цифру подтвердил господин Рамадановский, недавно выступая в Да, Организации так Объединенных Наций. я и говорю, что значительная часть просто вот людей, они вот так.
Понятно. Вот вместе с этим я хотел бы привлечь ваше внимание о том, что миграционная служба Республики Таджикистан в лице пресс-секретаря привела совсем иные цифры о нахождении таджикских трудовых мигрантов. Они указали в районе около 600 тысяч граждан Таджикистана, находящихся временно на территории России. Как вы считаете, какая все-таки цифра наиболее реальная? Понимаете, сложно сказать, потому что есть одни данные, есть другие данные. Потому что есть, во-первых, и сезон, можно сказать, на разные месяца приходится разная цифра. На данный момент. Как один из вариантов. Потому что можно 600 тысяч тоже цифра вполне, что называется, кажущейся справедливой. Просто даже объясняя чисто умозрительных заключений, на 7,5 миллионов жителей Таджикистана 4 миллиона избирателей приходится. Значит, из этих 4 миллионов порядка 1,5 миллиона мужчин, которые способны, так сказать, податься в миграцию. И женщин. Женщин чуть побольше, значит, где-то 10-15% всей миграции из Таджикистана это женщины. То есть я говорю по мужчинам. Вот 1,5 миллиона мужчин, вот, чтобы вообще практически никого, кроме стариков там и госслужащих, не осталось, вот 1,5 миллиона человек, которые могут податься так или иначе в миграцию. Именно по мужчинам, если говорить. И подаются. Да, но с учетом того, что, как вы сами вот говорили во время нашей встречи, практически опустили многие кишлаки, где остались одни только женщины, да и те тоже едут в Российскую Федерацию, то вполне можно и этой цифре доверять, так или иначе, и этой цифре доверять. То есть нужно просто смотреть учетные данные въезда-выезда. Ну и, наверное, еще один способ вычислить правдивую цифру – это есть объемы денежных переводов. Вот в последнее время власти Таджикистана эту цифру засекретили, но, слава Аллаху, Центробанк России все-таки опубликовал некоторые цифры, я их приведу. С января по апрель нынешнего года в Таджикистан было отправлено денежных переводов на сумму 850 миллионов долларов, что на 9,5% больше того же периода прошлого года. По итогам 2012 года сумма денежных переводов составила 3,5 миллиарда долларов, что равно 45% ВВП. Ну, смотрите сами, сколько получают таджикские граждане в Российской Федерации. Ну, в среднем 15-20 тысяч рублей. По-разному. В среднем, я сказал, в среднем. На руки. 15-20 тысяч люди получают Еще на руки, маленький без учета налогов. Центробанк фиксирует... То есть сколько получается в год на каждого? Ну, будем считать, все равно это не 600 тысяч. Ну, говорю, сколько получается в год на каждого? Плюс к этому данные соцопросов говорят, я просто говорю, что вот соцопросы говорят, что, например, процентов 20-25 вообще никаких переводов домой не шлет. Да. Они просто здесь живут. Часть из тех, кто шлет, они посылают, кто здесь живет, они не половину посылают заработанного, а треть, а может даже и меньше, зачастую. Угу. Вот, поэтому здесь, понимаете, апеллировать объемами денежных переводов, пытаться с точностью до сотен тысяч человек посчитать число находящихся. Ну, это, методом дедукции вычисляем. Да, это метод такой, это даже не дедукция, это такие умозрительные своеобразные заключения, сколько, то ли 600 тысяч, мне, кстати, попадалась цифра 400 тысяч человек. Ну, это, правда, на двухлетней давности, сейчас-то поток значительно увеличился. Это что связано как и с приростом населения, так и с тем, что российская экономика требует рабочих рук. И плюс к этому, как говоря такие слова, люди ходы находят. То есть раньше не знали, куда ехать на заработки, а сейчас стали находить дороги, причем пути, причем не только в крупные города, вот Москва как раньше, но уже, например, миграция из Средней Азии, люди стали появляться и в средних, и даже в небольших российских городах. Вот, в силу там разных причин, что вызывает тоже... Очень много сейчас поток пошел в деревни, в сельское хозяйство. Да, ну и не то, что очень небольшой поток, но во всяком случае десятки тысяч людей вот, на летний и даже зимний период уже туда едут. Оседают там, да. Да, оседают, я хотел бы работают. просто уточнить, возвращаясь к предыдущему вопросу. Дело в том, что у нас так вот случилось, что денежные переводы, это официальные переводы через различные системы моментальных денежных перечислений,
это не самый популярный вид способа перечисления денег. В основном деньги идут из рук в руки или взаиморасчетами. Поэтому ну, я мы вас с вами- опровергну. Данные соцопросов, например, вот, которые мы проводили, показывают, что все-таки основная большая часть людей предпочитает не по старинке, как раньше там деньги либо в карманах перевозить, либо там со знакомыми передавать, а просто предпочитает либо банковский перевод, либо там другие виды электронных переводов денег. Это надежнее и удобней. Вести с собой сумму или просить с кем-то передать какую-то приличную сумму денег на родину, все-таки можно допустить, что какая-то часть и таким способом передается, но все-таки большинство предпочитает передачу именно электронными способами. Понятно. Мир не стоит на месте. То, что было там 5 лет назад в ходу, сейчас уже оно совершенно другим стало. Это как вот с телефонной связью. Понятно. Но в итоге цифра у нас остается озвученная господином Нарышкиным. Нарышкин 1 150 000 сказал, ну, может быть, она как-то будет скорректирована. Там, он сказал чуть больше, он сказал больше миллиона. Он сказал так, около миллиона. А еще Конкретно точнее, с 1 да. 150 000. Следующий у меня такой вопрос у меня к вам возник относительно вклада трудовых мигрантов в экономику Российской Федерации. Несколько лет назад фигурировала цифра о том, что мигрант здесь создает общественный продукт на сумму где-то 6 миллиардов, по-моему, долларов. Ну, сумму посчитать крайне сложно, потому что ведь значительная часть работающих иностранных граждан, оно занято неквалифицированным трудом, например, дворниками работают, еще как-то. То есть вот продукт, который не создается. Без этой работы все остальное хозяйство встанет. Хорошо, вклад в ВВП, будем говорить, в общем. Вклад в ВВП значительный, но посчитать его как таковой, вот как бы там некоторые экономисты не пытались, вот там давали там цифру, там кто-то говорил 5%, там кто-то говорил 10%, я спросил, из чего исходили. Люди сказали просто из количества иностранцев, находящихся в Российской Федерации. То есть вот, посчитали, типа 5% работающих – это иностранные граждане. Ну, значит, их доля 5%. Делим ВВП, отдаем на эти 5% их долю. Но это, так сказать, не очень корректно, потому что значительная часть создается в других совершенно отраслях, а не в тех отраслях, где работают иностранные граждане. То есть вклад значительный. Без иностранной рабочей силы, так или иначе, российская экономика выживет без очень многого, и без иностранной рабочей силы она выживет. Но будет хуже. То есть будет хуже. Но посчитать точное количество, это вот, скажу честно, это просто скажем, неблагодарно. Если из условно 1 рубля заработанного... А это уже другая тема. Это какой доход они приносят. Такой, опять, вот из тех денег, которые они здесь зарабатывают, на родину перечисляется там от 20 до 50%. Это одна статья. Плюс к этому они здесь оставляют доход предпринимателю, с которого там значительная часть предпринимателей платят налоги, плюс еще. То есть, образно говоря, принято считать, что на заработанный рубль иностранный гражданин оставляет в Российской Федерации от 5 до 7 рублей, так или иначе. Вырастить человека до 18 лет стоит примерно $100 000. Это его питание, одежда, образование хоть какое-то на каком-то уровне. То есть может чуть больше, там, может чуть меньше, может вообще во много раз больше. Как учить, извините, где учить, в каких условиях. И фактически приезд одного иностранца, бывшего уже там иностранца или работника в другую страну, это означает фактически инвестиции в экономику этой страны на порядка $100 000. И есть еще один очень важный фактор. То есть Российская Федерация, она заинтересована в людях, способных к дальнейшему обучению. Потому что вот есть люди, если их с детства начать воспитывать, с детства, в школе, там, то есть чтобы они привыкали получать знания и реализовывать их на практике, то и стоимость этого человека на порядок возрастает. Да он сам, собственно говоря, денег будет получать гораздо больше и средств на совершенно других работах. То есть он будет работать уже не на неквалифицированных работах, с которыми может справиться, что называется, любой человек, даже вообще безо всякого образования. Ему сказали идти туда, он идет туда.
Сказали копай, он копает там, все, больше его ничего не интересует. А на более сложных работах, это вот, например, даже видно по тем же жителям Таджикистана, которые приезжают в Российскую Федерацию, осваивают новые специальности, осваивают новые профессии. И России выгодно, чтобы обучающая база была на территории Таджикистана. Да, также. России выгодно, чтобы к нам уже приезжали обученные люди, чтобы их не доучивать дальше. То есть, в принципе, потому что действительно у нас существует нехватка квалифицированной рабочей силы. Может быть, в каких-то местах иной раз у нас есть искусственный дефицит неквалифицированной рабочей силы, но это как раз связано с особенностями функционирования, скажем так, некоторых экономических процессов. Там. Но я думаю, наверное, важнее здесь демографическая проблема. Демографическая проблема, она тоже имеет значение, но здесь, объективно говоря, все население Российской Федерации, например, до начала сталинской индустриализации насчитывало 85 миллионов человек. 85 миллионов, а сейчас 145. Тунеядцев не было тогда. Ну, тунеядцев тогда не было, да и сейчас их по большей части нету. Вот, потому что у нас, в отличие от многих стран Запада же, у нас фактически пособие по безработице, оно фиктивное, то есть оно маленькое. Поэтому многие из тех, кто получает пособие по безработице, они реально где-то работают. Ну, это пособие, на нем не проживешь. Да, просто то есть у нас в тени. просто люди работают в тени. Поэтому там вот то, что вы сказали. Юрий Викторович, я заметил и отметил себе такое очень интересное высказывание уполномоченного президента России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, что экономика страны буквально рухнет в настоящее время, если ее очистить от мигрантов. Ну, если единовременно очистить. Это чисто теоретическая как его выразился. Была, установка. Понимаете, если вот единовременно человеку взять, перекрыть кислород, то он, конечно, тут же немедленно погибнет. Понятно. Но имея в виду вот такую хотя бы теоретическую опасность, вот такая фраза была высказана. В настоящее время каждое 15-е рабочее место занято зарубежными гостями. И учитывая, что Россия находится в сложной демографической ситуации, так или иначе работники просто необходимы, а в будущем эта потребность будет продолжать расти. И Борис Титов рассудил, что трудовой мигрант, который находится в стране на легальных основаниях, является налогоплательщиком и тратит большую часть своего заработка здесь, в России, и лишь 36% его дохода покидают Россию. Поэтому перед российскими властями стоит задача легализовать надлежащим образом рынок труда, а не усложнять ситуацию. Вот буквально вчерашняя передача на Первом канале показала, насколько к этой теме относятся диаметрально противоположно мощнейшие группировки, занимающиеся этой проблемой. Речь идет о терминологии, но раз сплошь и рядом. Каждый под словом легализация понимает свое. Легализовать рынок труда, кто ж против, все за. На самом деле. И в этой фразе Титова ничего такого, легализовать это хорошо. Он, кстати, легализуется через ту же самую патентную систему, через штрафы, которые накладываются на предпринимателей, через условия, которые создаются для работников, если они нелегально работают. Здесь, правда, другая проблема, что у нас сами российские граждане в значительной степени нелегально работают. Но это одно слово. А второе слово – это под легализацией подразумевается, мы легализуем тех, кто нелегально находится на территории Российской Федерации. Это разные понятия. Угу. Вот в этой части какая-то работа ведется? В этой части ведется одна работа. Те, кто нелегально находится на территории Российской Федерации, они в административном порядке высылаются с территории Российской Федерации, если они сами не покинут территорию Российской Федерации, и им будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации. А вот такой уточняющий вопрос. Никакой миграционной амнистии, о которых там многие говорят, во всяком случае в обозримом будущем не предвидится. Не надо путать два понятия, и не надо вводить людей в заблуждение, потому что человек здесь нелегально находящийся думает, ага, завтра его амнистируют, и он не амнистирует никто его завтра в этом плане. Но он продолжает находиться здесь. А он, ожидая, что будет амнистия, он находится. Ему надо немедленно покидать территорию Российской Федерации, с тем, чтобы легально въехать на территорию Российской Федерации. И вопросов к нему уже тогда не будет. А ведется какой-то анализ, изучение, почему он стал нелегалом? Там много причин, почему он стал нелегально находящимся. Потому что есть две категории. Нелегально работающие, и таких очень-очень много. Ну, вот даже по Москве мы скажем, 200 тысяч человек работает по квотам, это общее количество. 200 тысяч по 200 квотам. тысяч на патентах
и где-то примерно такое же количество людей работает, вот за исключением жителей, граждан Белоруссии и Казахстана, которые могут работать так, как они входят в состав таможенного союза абсолютно на общих правах с российскими гражданами, а остальные работают нелегально, не имея права работать. Они работают вот в тени, в сером секторе. Повторюсь, как значительная часть российских же граждан. Это одна категория, нелегально работающий. У нас вот путаница идет. А вторая, нелегально находящийся. Он нарушил российское законодательство, он нелегально находится на территории Российской Федерации. Причем при условии, что зарегистрироваться у нас вообще проблем не представляет, заявительный порядок, вообще-то говоря, регистрации, то ну, это уже вот, я считаю, что это проблемы его лично и тех, кто вместе с ним работает. И каковы причины? Ну, может, это такая слабая социальная адаптация человека. Он не знает, как сделать элементарные вещи на самом деле. И вот для Москвы, я не буду говорить за всю Российскую Федерацию, на первом месте стоит проблема нелегально работающих, а отнюдь не нелегально находящихся. Это разные вещи. Там по регионам может быть совсем там иная картина, может где-то. Потому что у нас так правоохранительные органы поставили работу, что в принципе нелегально это находиться на территории города весьма затруднительно. То есть это как вот нелегально машину водить, оно без прав, оно теоретически оно возможно, но там 2, 3, 4 раза с гаишником поговоришь, потом тебе лучше права, как говорится, взять тем или иным путем. То же самое и здесь. Вот две категории путаются. Поэтому, возвращаясь опять к теме, в лучшем положении находятся, естественно, граждане у нас Белоруссии и граждане Казахстана, которые могут работать на тех же самых правах, что и российские граждане. Просто пришел и стал работать. Это вот плюсы таможенного союза, что называется. Понятно. Как вы оцениваете недавно достигнутую договоренность между миграционными службами России и Таджикистана о порядке пребывания граждан Таджикистана на территории России, который дает возможность гражданам Таджикистана пребывать в России до 15 дней без регистрации? Положительно. 15 дней до 15 дней они могут находиться на территории Российской Федерации, чтобы успеть зарегистрироваться. Это не считая праздничных дней. Людям это будет удобней. На самом деле. Это сделано для удобства людей. Другой момент, что здесь сразу же возникает еще несколько проблем, несколько вопросов. Это то, что на территорию Российской Федерации прибывают люди, которые все-таки не прошли медицинский контроль. На самом деле. Это вот сразу. То есть оно людям-то хорошо, а если он болен каким-либо заболеванием, и 15 дней ему на регистрацию, какое-то время ему на получение рабочих документов, на право работать, а медицинского-то контроля нет на территории. Причем он же представляет такой человек опасность не только для российских граждан, но и для своих товарищей, с кем он вместе приехал. Потому что, скажем, не секрет, что диспансеризации населения фактически нет в Таджикистане. В Российской Федерации она хоть какая-то есть, часть населения через систему там, учреждений, где они работают, они проходят осмотр какой-то период времени. В Таджикистане этого нет. Или очень мало. Это очень важная, на самом деле, проблема, эпидемиологическая обстановка. А есть жесткая установка о том, что при приеме на работу он должен представить медицинскую справку? Есть. Национальную или российскую? Российскую. Он должен пройти в Российской Федерации осмотр, и в случае, если он получает разрешение на работу. Без предварительного медицинского осмотра разрешения на работу иностранный гражданин на территории Российской Федерации не получит. А если это касается патента? Если это касается патента, он, к сожалению, это другая категория. Выпадает? Да. Но это, я думаю, будет исправлено в ближайшее время. А большой процент заболеваемости среди трудовых мигрантов, есть такая статистика? Статистика очень разная, еще раз говорю. Есть просто ужасающая статистика, это, с одной стороны, со стороны тех, кто проходит вот, медицинский контроль, они говорят, что нет, все совершенно иначе, все нормально среди тех, кто проходит контроль. Но есть одна проблема, она заключается в том, что ведь, как мы с вами говорили, половина работает вообще нелегально.
И в каких условиях они живут? Они легально находясь на территории Российской Федерации, а находиться на территории Российской Федерации можно до 3 месяцев, зарегистрировавшись, но работают вообще в тени, в принципе. Вот их, вот как бы на трудовом поле их нету. Вот это проблема. А вот разъясните мне еще одна договоренность, которая готовится и, наверное, будет подписана, о том, что гражданам Таджикистана будет разрешено получать разрешение на работу до 3 лет. Да, он раз в 3 года. Как это стыкуется с 90 днями? Очень просто. То есть он раз в 3 месяца он должен будет покидать территорию Российской Федерации. Обязан, Но да? вот по нынешнему, как там дальше будут согласовывать, сложно сказать. Может быть, срок будет увеличен в связи там, с достижением дальнейших межправительственных соглашений. Но пока, хотя это тоже значительное преимущество, он раз в 3 года будет получать разрешение на работу, которое вот будет действовать до 3 лет. То есть это опять людям, для людей, для работодателей, в том числе, это довольно значительное преимущество, на мой взгляд. То есть 3 года – это достаточно большой срок. Для работодателей да, в чем польза от этого? Для работодателей польза в том, что человек, меньше человеку бегать за справкой. Уже преимущество колоссальное, большое. Вот. Но здесь есть опять и недостаток, это опять необходимо налаживать предварительный медицинский осмотр иностранных граждан. Разворачивать систему, о которой уже 2 года говорится. И плюс к этому вводить обязательное медицинское страхование. То есть сейчас, в принципе, по российскому законодательству уже от 1996 года иностранцы, находящиеся на территории Российской Федерации, обязаны иметь медицинскую страховку. Другой момент, что там очень много все-таки деталей, и до сих пор все это не утрясено, не согласовано. В результате обязательного медицинского страхования иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, у нас нет. Но я думаю, опять в ближайшее время это тоже будет введено. Ну и еще один плюс будет в том, что работник, имеющий 3-годичное разрешение на работу, он обязательно будет платить местные налоги. Он уже не сможет избежать, и работодатель не сможет его скрыть. Вы согласны? Нет, не согласен, потому что разрешение на работу, это просто не означает, что он еще будет работать в отрасли, которая платит налог. Есть разные схемы ухода от налогов, как работодателей, так и самих работников. И это тоже просто та сфера, в которой необходимо... То есть налоговая составляющая не продумана. И дальше наводить... Но она не продумана, ведь разрешение на работу не привязано к конкретной работе. Он имеет право работать на территории Российской Федерации. Что такое разрешение на работу, собственно говоря? Он может пойти работать в какую-нибудь компанию, которая уклоняется от налогов, например. Причем он сам-то будет думать, что он честно работает и платит налоги, и даже какой-нибудь договор подпишет. Но это уже будет зависеть не от него, это будет зависеть от работодателя. То есть здесь должна включаться уже государственная машина? Здесь уже совершенно это вопросы уже не к иностранным работникам, это вопросы к российским фискальным органам и к российским, и к тем, кто его нанимает. То есть мигрант в этом не будет виноват? Ну, надеюсь. Да, он не будет виноват в данной ситуации.Кстати, а какая цифра, вот окончательная цифра хотя бы по последнему периоду времени по патентам? Какой доход? Бюджет страны? 16,5 миллиардов рублей, вот как Рамадановский тут недавно сказал, принесли патенты. 16 миллиардов только от патентов? Только от патентов. То есть вот легализация вот этой части иностранных граждан, они принесли колоссальную сумму вот в российский бюджет. Гигантскую сумму. И дальше это будет еще дальше усовершенствоваться, действительно стало удобным, как и для государства, которое стало получать хотя бы что-то с этих людей, потому что так они вообще были в тени, в принципе, так, собственно, и для самих людей, которые стали выходить из Юрий тени. Викторович, у меня такой еще к вам вопрос. Означает ли последние соглашения, достигнутые между нашими странами, о том, что это есть начало пересмотра или либерализации вопросов, связанных с трудовой миграцией из Таджикистана? У нас одна из самых либеральных вообще миграционных политик в мире, поэтому говорить о либерализации можно и в условиях, когда до этого либерализации не было.
так как либерализована российская миграционная политика, наверное, нигде в мире такого нет. Тем не менее, какие-то послабления, можно считать, что это уже какая-то тенденция? Ну, это другую терминологию надо просто подбирать. Это, скажем, дальнейшее упрощение миграционных процедур. Упрощение. Скажем так. Потому что и наведение одновременно порядка, потому что одно другое не исключает. Угу. Потому что если, например, сейчас люди сплошь и рядом пользуются фальшивыми медицинскими справками, то есть если этот канал перекрыть, это же не значит, что это ужесточение. Люди будут получать настоящие справки и проходить настоящий осмотр. Кто-то потеряет очень большие доходы. Ну, кто-то потеряет доходы, но по мне бы этих людей, которые потеряют доходы, надо бы еще и посадить. Потому что они представляют опасность для общества реально. Согласен с вами. Вот. Но это вот это с одной стороны. А с другой стороны, это дальнейшее просто сближение наших стран и народов, которое, в принципе, на мой взгляд, оно неизбежно. Мы живем на едином евразийском пространстве, и мы братья, у нас общая история, как бы там ни пытался кто-то там в клин между нами вбить по дурости или по заданию врагов, у него на самом деле ничего не получается. Жизнь, она не стоит на месте. И миграционные процессы, они будут продолжаться так или иначе. Юрий Викторович, спасибо вам за эти слова. И последний вопрос я хотел бы вам такой задать. Вы очень круглые сутки находитесь в миграционных вопросах, общаетесь с мигрантами, общаетесь с людьми, которые работают с мигрантами. Можете охарактеризовать таджикского трудового мигранта и дать ему несколько советов, как ему быть по приезде в Россию? Чего опасаться? Ну, на что обращать внимание? Во-первых, таджикскому трудовому мигранту я бы посоветовал сейчас, перед тем, как ехать в Российскую Федерацию, выяснить, не находится ли он в каких-либо базах данных, которые запрещают ему въезд на территорию Российской Федерации. Потому что примерно 5-6, а может уже и 7% иностранных граждан попали в соответствующие базы данных как административные правонарушители. И им закрыт въезд на территорию Российской Федерации. А то он может прийти в аэропорт, купить билет, приехать в Российскую Федерацию и выяснить, что ему нужно выезжать обратно. В аэропортах уже стоят установки, да, где может он... в Душанбе, соответственно, уже вот создан выносной единый миграционный центр, как раз вот создавал его Фонд развития международных связей и добрососедства, при нашем участии это делалось. Вот Рамадановский Константин Олегович буквально несколько дней назад его открывал, вот, ну, осматривал там. И там можно предварительно прийти, узнать, есть ли ты вот в базах данных на въезд на территорию Российской Федерации. То есть это вот первое, что называется, вот первое обязательное условие перед тем, как поехать на территорию Российской Федерации. Второе условие, это тоже, на мой взгляд, очень важное. У нас необходимо адаптироваться, интегрироваться, но все-таки немножко и меру знать. Потому что в Российской Федерации есть разные обычаи. Я рекомендую вообще не употреблять спиртных напитков, на самом деле. Потому что у людей, которые до этого не употребляли спиртные напитки, у них очень слабая к ним восприимчивость. И тут же начинает после этого возникать масса проблем. Так. Как и для него самого, так и для окружающих. Вопрос адаптации, социальной адаптации. То есть, собственно говоря, да, то есть это вот такая мелкая бытовая деталь, но в то же время она очень-очень важна. От нее потом проистекает масса других проблем, на самом деле, связанных в том числе и с преступностью, с неадекватным поведением, и с неприятием со стороны российских граждан. Вот, потому что ведь иностранные граждане на территории Российской Федерации находятся, как сказать, на них повышенное внимание. Он представляет не только себя самого, он представляет свою страну и свой народ. И по его поведению, собственно, будут судить обо всех остальных, на самом деле. То есть нельзя делать то, что тебе кажется здесь принято делать иной раз. Нужно вести себя скромно, спокойно, не приставать к людям, не задавать лишних вопросов, громко не разговаривать в метро, общественном транспорте. Потому что не принято вот здесь у нас вот так. Вот какие-то мы такие иной раз тихие, спокойные. Понятно, это универсальные советы. То есть есть универсальные советы, без которых, что называется, не обойтись. Но в то же время просто, когда даже бытовые такие детали, да. Приезжие из Средней Азии, на самом деле, это в массе своей культурные, вежливые, спокойные люди. Это видно опять по тому же метро, где они женщинам место уступают детям, старикам. Когда вот заходят, например,
пожилой человек в метро, кто первый встает, уступает место, сразу видно. Это приезжие из Центральной Азии. Люди сразу же на это внимание обращают, сразу на это реагируют. Это вот просто бросается в глаза. Вот. На самом деле люди, хорошо владеющие техникой, в том числе вот новейшими электронными средствами связи. Вот, ну, Бахтиер Сатторович уже достаточно давно живет в Российской Федерации, а в Москве примерно столько же, сколько я. Вот, но уровень, как он владеет электронной техникой, я ей не владею. У него уровень на порядок выше, чем у меня. То же самое я наблюдал, например, молодые дворники, ребята, которые работают у нас во дворе, они там пару лет назад спокойно разговаривали с родней по скайпу. У нас многие скайпом не владеют, а это нормально сидели и на ноутбуке общались со всем окружающим миром на родном языке. Вот. И учиться необходимо, осваивать новую профессию, пользоваться возможностью, которая предоставляется. Есть время учить русский язык, надо учить русский язык. Есть время приобрести еще одну специальность, какую угодно, там, строительную, права на машину получить, там еще что-то освоить. Нужно не упускать возможности, нужно не упускать шансы. Ну, грубо говоря, России таджики нужны. России, да, России нужны таджики, как и Россия нужна таджикам. Собственно говоря, мы никуда не денемся друг от друга, слава Богу. Юрий Викторович, большое спасибо. Надеемся, что вы будете у нас еще присутствовать на наших передачах. Думаю, проблемы у нас будут возникать, к сожалению, и будем рады вас видеть еще раз.